Сәлем достар, Кассолог YouTube каналында өсек емес бағдарламасы. Және бүгінгі бағдарламаның қонағы белгілі колорист, кәсіпкер Виталий Божан. Хороший человек, забыл сказать. Я жақсы адам. Көңіл-күй қалай? Все супер, спасибо. Офигительно, я бы даже сказал. Ең бірінші сұрақ болсын. Виталий Божан кім? Хороший человек. Я реально всем говорю, что я хороший человек, и я развиваю это чуть ли не как бренд. Хороший человек, понятие хороший человек. Почему? Потому что я меньше работаю над тем, что я делаю. Я меньше работаю над предпринимательством, я меньше работаю над колористикой. Я очень много работаю над собой, как над человеком, как над личностью. И серьезно, всем рекомендую, больше работайте над собой, чем вы работаете над своей работой. Потому что если вы будете лучше, автоматически все, чего вы касаетесь, будет лучше. Окей, поэтому хороший человек. Тренингтерді, жастарға арналған мотивациялық жиналыстарды көп өткізесіз. Сол мотивацияларды, сөздерді қайдан аласыз, немесе кім жазып береді? Окей, во-первых, это не тренинги, это просто спичи, это просто выступления. То есть я просто говорю о том, что я говорю. У меня нет даже никаких программ. Я просто прихожу и говорю о том, что у меня есть здесь. Я никогда ничего не записываю, никогда не делаю никаких сценариев. Просто это все здесь есть, и это все здесь. Просто это то, что я сам делаю. Это все через мой опыт. То есть я это сам проходил, это то, что работает на меня. Я только говорю об этом. То, что я сам не пробовал, я не говорю. Ол выступлениелерді, яғни жастардың алдына шығып сөз сөйлеуден сізге қандай пайда? Кайф. На самом деле, смотри, есть такой момент. У каждого человека есть не то чтобы предназначение, а есть... Вообще есть ДНК и есть дизайн. ДНК — это то, что в тебе врождено просто. Вот реально, у кого-то широкие плечи, кто-то хороший пловец, кто-то способен там с рождения, ну не с рождения, но бегать марафоны, ему это легко дается. Я обожаю говорить, и у меня рождаются мысли. А когда мне кто-то задает вопрос, у меня возникает коннект с космосом, и это просто идет из меня поток, все. То есть я не включаю даже свои мозги при этом, я просто говорю, как бы, серьезно, у меня такое ощущение, что это просто рождается в этот момент, окей? И поэтому это просто часть меня, и вот выступление перед публикой, выступление перед молодежью, это позволяет мне именно выплескивать то, что есть уже во мне. То есть мои естественные какие-то качества, навыки, как бы мое ДНК еще усиливать. Это практика для меня. То есть с практикой, чем больше я это делаю, тем лучше у меня это получается. И еще один момент. Это каким-то образом положительно, слава богу, положительно влияет на молодежь и влияет на тех людей, которые на меня подписаны. И я еще кайфую от этого, потому что когда мне кто-то пишет не о том, что да, чувак, классно ты делаешь, что ты говоришь, а когда человек пишет, что я подписался 3 месяца назад, и у меня такие-то, такие-то, такие-то сдвиги, реальные сдвиги, это вау. Тогда ты понимаешь реально, что это того стоит. Мотивация деген сөзді 3 сөзбен суреттеп берсеңіз. Я ненавижу мотивацию. На самом деле, серьезно, просто у меня, окей, я использую хэштег мотивация, чтобы люди, которым интересно это, они поглощали этот контент, потребляли этот контент и вообще находили этот контент, правильно? Но я себя не считаю мотиватором и не называю то, что я делаю, мотивацией. То есть, если это кого-то мотивирует, окей. Да, мне нужно будет когда-то это назвать как-то, но сейчас мне не нравится называть это мотивацией, потому что мотивация для меня это немного пустое слово и немного пустой звук, потому что я человек действия. Мотивация — это то, что да, иногда может помочь тебе начать действовать, но, чувак, чтобы закончить, тебе нужна дисциплина. Я человек действия, я человек дисциплины, чтобы делать и делать это постоянно, дисциплинированно, окей? Поэтому мотивация иногда, мне нужна мотивация, скажи мне слова мотивации, заряди меня. Чувак, иди в задницу, окей? Просто подними свою жопу и иди сделай. А там тебе жизнь покажет, правильные ты вещи делаешь или нет. Жаңа бір сөзіңізді айтып кеттіңіз, светокоррекциямен айналыстым деп, яғни светокоррекциямен қазірге дейін айналысасыз. Ол қалай басталды? Well, когда меня спрашивают вообще, почему я начал заниматься цветокоррекцией, самый мой, наверное, распространенный ответ — это то, что рынок был свободный. Реально, на рынке был, по-моему, один человек всего, один человек и одна студия, которые занимались цветокоррекцией, предлагали эти услуги, и все, больше никого не было. И рынок нуждался в качественном продукте, рынок нуждался в качественной услуге, в качественном кино, в качественной картинке, и таким образом, как бы, я пару раз поэкспериментировал, то есть мне предложили сделать клип,
и сказали, если сделать хорошо, мы будем с тобой работать. Я сделал его за 3 дня, работал по 10 часов, 10-12 часов в сутки, никогда в жизни этого не делал, и сделал этот клип на уровне выше, чем это делали здесь люди. Я просто сравнил, и со мной начали работать. Okay? На рынке реально никого не было, и работать было очень легко, потому что был такой период в моей жизни, как раз таки это тот период, когда я начал заниматься цветокоррекцией. Я просыпался в 4 утра, был на работе, то есть я в офисе был в где-то 5 часов утра уже, после завтрака. Я читал 1,5 часа, потом ехал на тренировку, тренировался часов до 9, с 9 там, до 12 часов дня у меня были какие-то встречи, нетворкинг, еще какая-то работа над собой, и только с 2 часов дня я там занимался цветокоррекцией. Okay? То есть я реально работал над собой. Я изучал эту область, и я делал себя лучше, работал над своей дисциплиной. И это мне позволило добиться определенных успехов в этой области, потому что через год моего занятия цветокоррекцией меня назвали лучшим в этой области, лучшим из 2 человек, да, из всех остальных, кто занимается. Это было смешно. Но потом возник такой момент, когда Султан Сеитов начал снимать клипы, он начал обращаться ко мне, и тогда я сделал клипы Дорна, Эльвана, там остальных ребят. После этого были другие российские режиссеры, которые предлагали мне работы. Кстати, были еще и клипы западные, американские, там были кое-какие французские работы, предлагали с Эмиратов работы, но удаленно работать очень тяжело. Я даже покрасил клип для Дмитрия Маликова, если вы знаете, кто это такой. Кто знает? Никто не знает? Ваши родители 100 пудов знают, okay? Вот. Мне было интересно за это взяться, потому что я смотрел все эти песни года, там, когда был вот таким маленьким, и поэтому он там был популярен. Жаңа цветокоррекциямен айналысқан кезде нарықты бос дедіңіз, ал қазіргі кезде сізге бәсекелестер бар ма сол салада? Сейчас, да, гораздо больше людей начинают этим заниматься. И есть один человек, который очень круто этим занимается, это Ерлан Танаев, который работает в студии Unicate, делает это очень хорошо. Возможно, даже в некоторых кейсах он делает это лучше, чем я делаю, но это происходит из-за того, что он тратит на это реально очень много времени. Я сейчас трачу меньше 50% своего времени на цветокоррекцию. Потому что все остальное время я трачу на такие вещи, я трачу на создание контента, я трачу на изучение контент-маркетинга, я трачу это время на переход в другую индустрию, потому что я сейчас занимаюсь тем, что я сейчас перенаправляю все свои усилия, большую часть своих усилий в контент-маркетинг. Я перенаправляю свою энергию в область, которая масштабируема, потому что цветокоррекция это не масштабируемое мероприятие в рамках, вообще не масштабируемое практически, потому что в мире этим уже дофига кто занимается, и окей, я могу, допустим, создать студию здесь в Казахстане, у меня был такой план создать студию здесь, крупную постпродакшн студию в Казахстане, окей, и делать там и цветокоррекцию, звук, и монтаж. Я, кстати, делал монтаж, я делал монтаж фильма «Я жених» Нуртаса Адамбая, если кто-то здесь видел, участвовал в монтаже фильма «Лифт» Нуртаса Адамбая, который выйдет в октябре. Но рынок Казахстана, он очень маленький. И опять, я упрусь в потолок через год, и мне некуда будет расти. Единственный вариант для меня будет выходить опять на проекты СНГ и российские проекты. Но как я могу конкурировать с российскими студиями? Только ценой. А смысл мне зарабатывать вот столько и делать, российский проект? Окей? То есть я выбираю ту область, в которой я могу работать worldwide, то, что будет востребовано во всем мире, и область, в которой есть перспектива, потому что я могу, поспорить, что цветокоррекция нахрен не нужна будет никому практически через 3-4 года. Только крупным проектам голливудским, которые тратят миллиарды долларов на свое кино, которые в любом случае будут смотреть. А мелкие проекты, даже сейчас, ребята, у вас есть все шансы на вот эти камеры снять какой-нибудь ролик для какого-нибудь местного банка. Потому что банки сейчас понимают, что можно заплатить 30 миллионов тенге какому-то рекламному агентству, и оно снимет ролик на 30 секунд для ТВ, а можно потратить 100 тысяч тенге. И тебе на эти 100 тысяч тенге 3 команды каких-то видеомейкеров снимут тоже какие-то вайны или все что угодно, но это тоже контент, и он может получиться не то чтобы лучше визуально, да, он будет гораздо хуже визуально, но есть шанс, что один из этих роликов выстрелит не из-за качества визуального, а из-за содержания. Тем более, если у кого-то из этих видеомейкеров знакомый, это Жека Фатбели или Арман Юсупов. Осы цветокоррекция саласындағы топ 3 цветокорректорды атап берсеңіз. Мне пофигу реально.
Ну, реально, мне абсолютно... А вопрос о Казахстане или в мире? Казахстан. Мне реально пофигу. Смотри, я могу раскрыть секрет успеха, да, почему у меня получилось развиваться в области цветокоррекции в Казахстане. Я могу вам со стопроцентной уверенностью сказать, что чувак, о котором я вам упомянул чуть раньше, Ерлан Танаев, ему тоже абсолютно пофигу насчет топ-3 лучших колористов, колорист называется, колористов в Казахстане, окей? Почему? Потому что, когда я начинал, если бы я равнялся на наших топ, я бы уже был позади. А я равнялся на топ мировых. И когда ты равняешься на топ мировых и пытаешься сделать то, что они делают, я был уже на 10 голов выше, чем любой из наших специалистов. И это ошибка всех вас. Вы пытаетесь сделать так, как делают топ местные. Да фак, ребята, вы на планете Земля живете. Давайте топ мировых. Мне тоже пофигу, сейчас. Я знаю, что есть один офигенный чувак, его зовут Том Пул. Это единственный колорист, насколько я знаю. Кстати, когда я красил Келинку Сабину 2, я делал посты в Инстаграм. И этот колорист, который красил Драйв. Кто видел Драйв? Фильм Драйв. Окей, ребята, вы вообще не в курсе, да? Драйв, короче, 12 лет рабства. Assassin's Creed, Кредо Ассасина, да, ну окей, хоть кто-то. Короче, он дофига разного крутого кино, крутейшего, и к нему приходят крутейшие режиссеры, и он считается одним из лучших, по крайней мере, мировых колористов. И когда я покрасил Келинку Сабину 2 и сделал пост у себя в Инстаграме, этот чувак написал комментарий, типа, что-то вроде Fantastic Work или Amazing, чего-то, что-то вроде этого. Это было... Кто знает режиссера Дэвида Финчера? Джеймса Кэмерона, кто знает? Ребята, «Аватара» снимал, вторую часть, крутой чувак. Да, это все равно, что Нуртасу Адамбаю, вот этот чувак, который снимал «Аватара», да, Джеймс Кэмерон написал бы «Fantastic Work». То есть для меня это был комплимент такого же уровня, на самом деле. И Том Пул — это, по-моему, единственный колорист, у которого до хрена подписчиков в Инстаграм. У него сейчас 38 подписчиков в Инстаграм, 38 тысяч подписчиков в Инстаграм. У меня нахрен 40. Окей? Окей? Так что я круче. Потому что когда я занимался цветокоррекцией, у меня было 2000, окей? Сейчас я переключился больше. Сейчас я говорю о том, о чем я говорю, и в том формате, в котором я говорю. То есть я не притворяюсь, это я, окей? Все, и получается так, что я победил Тома Пула почти. Жастардың алдына шығып, өзіңіздің спич, сөздеріңіз айтқан кезде, келместе жастардың сол бойындағы кемшіліктерін түзетіп, немесе олардың бойындағы еріншектікті жоюға тырысасыз. Ал сізде де сол бойыңызда еріншектік болатын уақыттар бола ма? Лень есть у всех и всегда. Серьезно, я прокрастинирую миллиард раз в день. Но я себя заставляю каждый раз делать то, что я делаю. И еще один такой очень важный момент. Ребята, я сегодня проснулся в 4 часа утра. Я не спал ни разу днем, я ни разу не спал. У меня было сегодня, по-моему, уже 4 или 5 встреч. У меня была кое-какая работа, то есть там и то есть до хрена. У меня было, еще была тренировка с утра, окей, которая длилась там целый час, окей. И у меня после этого еще будет одна встреча. Вы сейчас видите во мне сонного человека, окей? Знаете, почему вы не видите? Потому что я проснулся в 4 часа утра. Потому что с 4 часов утра, примерно часов до 9 утра, я занимался тем, что я делал из себя того человека, которого вы видите сейчас. Я потратил вот эти 5 часов, чтобы стать вот таким. И вы видите сейчас такого человека. А что происходит с большинством людей? Люди просыпаются в 8 часов утра, и они вот такие, какие есть целый день потом. У них нет этого времени. Потому что с 4 часов утра до 9 часов утра время – это мое время. И я работаю над собой целиком и полностью. Егер сізге бір супер мүмкіндік беретін болса, яғни орысша айтқан суперспособность, қайсысын таңдар едіңіз? Өзіңізге қандай ұнайды? Просто мои суперспособности — это терпение, эмпатия, наблюдательность, окей? А если бы у меня была хоть одна суперспособность, которая есть у супергероев в фильмах Marvel, я был бы полным распиздяем, каким является Дэдпул. То есть, серьезно, я был бы Дэдпулом, полным распиздяем. Вот это я, серьезно. Окей? Инстаграмдағы, парақшаңыздағы комментарийларды оқыдық. Көптеген жастар болсын, Қазақстанда өмір сүріп жатқан жалпы адамдар болсын, сізге сұрақтары көп. Соның ішінен біз 1-2 сұрақты іріктеп алдық, сол туралы қойсақ. ОБТ және универ туралы не айтасыз? ЕНТ как бы это полная хрень, которая навязывается ученикам.
Блин, просто очень важный момент, что люди, которые придумали ЕНТ, мне кажется, они забыли, для чего вообще существует эта штука. Потому что сейчас ЕНТ это превратилось в какое-то понятие, вот серьезно, это уже какое-то, это просто какое-то негативное слово, и люди, которые придумали эту штуку, также к этому относятся. Люди забывают, что это система оценивания знаний. И она создана для того, чтобы оценить знания этих ребят. А для чего это происходит? Нужно оценить знания этих ребят и направить этих ребят в нужное русло, когда ты оценишь их знания. То есть, если ты видишь, что этот чувак силен в математике, значит, ему нужно идти там в мехмат или как это называется. Если он силен в языках, пусть идет, короче, учит языки. То есть, это для этого существует, чтобы определить дальнейшее течение его жизни. А для чего это нужно вот этим ребятам, которые придумывают ЕНТ, то есть государство? Для того, чтобы этот чувак пошел по правильной дороге в своей жизни, и чтобы он нашел дело, которым он занимается лучше всего, потому что он, если он найдет это дело, которым лучше всего он занимается, у него будет большой доход в этом, потому что он будет от этого кайфовать, и потому что он сможет работать в этом 24/7. Это будет давать ему энергию. А если он будет в этом успешен и до хрена будет работать, много зарабатывать, да, он будет приносить прибыль государству в виде налогов. Правильно? А государство успешно проваливает эту задачу, делая эту хрень, просто давят на детей, ломают им психику. И как бы не в виде самого ЕНТ, а в виде того, что происходит до. Когда целый год, или я не знаю, раньше, в моем случае это было реально весь 11 класс мы потратили на то, чтобы с преподавателями зазубривать эти долбанные тесты и постоянно их решать. Это не тот скилл, который дети прокачивают и должны прокачивать, нет. Мозг нужно прокачивать, чтобы быть креативным, какие-то решать задачи креативным способом, там, методом, учиться читать, писать, познавать историю, а не заучивать вот эти ответы, которые для нас кто-то приготовил. Нет. Өзіңіз ұбт тапсырдыңыз ба және университетте оқыдыңыз ба? Да, я учился, короче, в ЖТСУском государственном университете имени Ильяса Жансугурова. Начнем с того, что я родился в местечке, которое называется станция Коксу. Это примерно 20 километров от города Талдыкурган, железнодорожный разъезд. То есть это маленькое вот такое местечко. До 18 лет я там учился. Да, примерно так. Это станция даже называется, это не аул, это станция Коксу. То есть это станция, короче. Вот я там до 18 лет жил и учился, потом переехал в Талдык, съехал от родителей, там мне снимали комнату, я учился там до 3-го курса в ЖТСУском государственном университете, специальность бакалавр информатики. На 3-м курсе я переехал сюда, у нас был стартап, мы организовали стартап по компьютерной графике, студия. И не спрашивайте у меня, откуда диплом, но он у меня есть, короче, окей? Вот, это примерно то же самое, что отучиться в Штатах, окей? От этого у меня весь экспириенс. Станция Коксу, если кто-то хочет быть супер умным, короче, философом и все остальное, мотивировать людей, родитесь в станции Коксу, поживите в станции Коксу 18 лет, отучитесь 3 года в Талдыке и приезжайте в Алмату. Сұрама деген сұрайық, диплом қақтан алдыңыз? О, это долгая история, окей. Да, это долгая история. Я не буду как бы отвечать на некоторые вопросы, но диплом у меня есть. Да, на 4-й курс я все-таки там приезжал пару раз, на самом деле. Мне на самом деле удалось договориться с... Что-то вроде свободного посещения взять. Ну, был такой прикольный момент, короче, на 3-м курсе я устроился в областную телекомпанию, это была телекомпания ЖТСУ. Как я туда устроился работать, короткая история, но она очень поучительная, то есть как я туда устроился работать. Я увлекался компьютерной графикой, и я подумал, что окей, я хочу работать в этой индустрии. Я нашел это место в интернете, тогда были dial-up модемы, то есть это вот такая штука. Тогда флешка на... у меня была тогда флешка на 12 гигабайт, что ли? Какой 12? У меня была флешка на 1 гигабайт. Это была нереально крутейшая вещь, у меня ее потом украли, короче. Фак, то есть времена были такие. Я, короче, нашел здание телекомпании, посмотрел такое двухэтажное здание за металлическим забором, короче, посмотрел на него, ушел на месяц, закрылся у себя, короче, в комнате, и с 9 до 6 я готовил свое портфолио, то есть я делал всякие тесты, я делал всякие уроки, то есть не было ни одной коммерческой работы, но я готовил себе портфолио в компьютерной графике. Через месяц я прикупил себе одежду,
Я пришел в эту же телекомпанию, то есть я готовился целый месяц. Окей, я пришел в эту телекомпанию, я сказал окей впервые за долгое время. Окей, я пришел в эту телекомпанию, я пришел, подошел на ресепшн к охраннику, я сказал, что, как вы думаете, я хочу поговорить с генеральным директором, я ему сказал. Он на меня посмотрел, удивился, ну, потому что люди не ждали, видимо, таких вещей тогда. И он позвал генерального директора, он спустился через 10 минут, Куранбек Бисембаевич, кто-нибудь слышал? Бисембаевич. Да. Да. Он спустился через 10 минут, короче, кто меня хотел видеть и так далее и тому подобное. Я говорю, это я, пойдем, говорит. Мы пошли к нему, и тогда он спросил, типа, чем он может помочь, и я ему сказал, что я хочу предложить свои услуги в такой-то области, делать это, протянул ему флешку, там было резюме, вордовский документ, и там было портфолио, видеофайл. После этого мы с ним общались где-то 40 минут, возможно, час. Так мне сделали потом экскурсию по телекомпании, для меня учредили должность, это был дизайнер рекламного отдела, потому что такой должности не было. И, как вы знаете, Бисембаевич сейчас он ведет передачу, да, правильно? И он ведет всякие семинары, тренинги, окей? И мы с ним говорили при нашей первой встрече об этом. Мы обсуждали пирамиду Маслоу. Я это помню, он мне рисовал эту пирамиду Маслоу. Тогда он не вел эти тренинги, но тогда у него было желание это делать. И мне это было супер интересно, только я в себе подавлял это желание. Это была моя основная ошибка. Потом я 6 лет потратил, убил свои 6 лет на то, чтобы заниматься компьютерной графикой. Хотя тогда мог бы начать, и сейчас был бы крутым. Но я сейчас и так неплохой, да. Комментарийда көп кездесетін тағы бір сұрақ, өзге адамдарға жоқ деуді қалай үйрену керек? Сегодня, по-моему, был этот вопрос. У американцев есть такое выражение «не дай своему языку перегрузить свои плечи». Потому что если ты будешь слишком часто говорить «да», ты возьмешь на себя непосильную ношу и просто не выдержишь всего объема, который ты на себя возьмешь. И потом со временем ты начнешь от этого убегать и заработаешь себе плохую репутацию. Когда ты говоришь «да», соглашаешься на все проекты, это очень часто встречается в Казахстане. И потом не делаешь ни один из этих. У тебя отключен телефон, тебе тяжело проснуться утром. Всем знакомы симптомы? Окей. Спалились, да? Сізге көп қойылатын сұрақ. Где я научился английскому языку? I was born this way, okay? Я говорю, родился таким. Ну, короче, история тоже, вот сколько у меня историй. Короче, мой отец любил кино. И когда я был вот таким вот маленьким, он купил советский магнитофон. Там кассета еще сверху выезжала, это видеомагнитофон. И тогда не было лицензионного перевода, тогда были только кассеты с пиратским переводом, где сначала шла английская речь, и потом, короче, Columbia Pictures. И вот такие, я не знаю, застали вы такие кассеты или нет. И все всегда менялись кассетами, короче. И он смотрел очень много кино. То есть моя рутина это была, я прихожу со школы, и мы смотрим это кино. Фильмы ужасов, все что угодно, комедии, в основном боевики, но фильмов ужасов тоже было всякое. Поэтому у меня, наверное, мозги немного поломаны, потому что я в детстве очень много смотрел фильмов ужасов про всяких гигантских крыс, про чуваков со спицами, торчащими из головы. Жесть. Макса Шишкина кто знает? Жесть, подпишитесь на Макса Шишкина, окей, Макс Шишкин, я ради тебя стараюсь здесь, окей, надеюсь, ты это посмотришь. Вот, чувак делает ревью про кино, и он сейчас работает с Султаном Сиитовым и снимает клипы для LG, это режиссер, да, для таких всяких ребят, вот, и он очень много смотрит кино и делает ревью, очень много в этом знает, я удивляюсь, как он может поглощать этот контент в таких объемах, как он это делает, окей. Инстаграмда комментарийда одан бөлек дайректке жазылған сұрақтардың ішіндегі есте қалған 3 сұрақ. Блин, ребята, я нифига не запоминаю на самом деле, потому что вопросов огромное количество. Я знаю, что один очень важный момент, что сейчас очень много, потому что я всем отвечаю индивидуально. И я делаю в основном то, что в дайрект мне пишут, чтобы сэкономить свое время, я отвечаю видеосообщениями. И даже несмотря на то, что я отвечаю видеосообщениями, у меня уходит где-то раз в 4 дня я сажусь, и у меня уходит 2 часа времени, чтобы всем ответить в дайрект. Потому что у меня в день, я, слава богу, были такие дни, когда было 100 плюс сообщений в дайрект. Сейчас я ребят предупреждаю, что как бы сообщений слишком много, я не успеваю всем отвечать. И сейчас где-то по 50, по 40 сообщений в дайрект. И все равно у меня сейчас, допустим, висит там около 80 сообщений за несколько дней накопилось.
Отбасыңыз жайлы қысқа айта кетсеңіз. The questions you want to ask. Что интересует? Ваша жена, дети. Я женат, у меня 2 детей, девочка, мальчик. Үйленетін кезде қызда қандай қасиеттерді бағалайсыз? Қандай қасиеттер болу керек? Те, которых нет у тебя. Серьезно, когда ты выбираешь партнера, с которым ты собираешься прожить остаток своей жизни, тебе нужен... Если человек будет абсолютно идентичен с тобой, есть большой шанс, что ты будешь с ним соревноваться. А соревнования в отношениях убивают отношения, окей? Это первое. Второе, если человек будет сильно отличаться, вы будете ненавидеть друг друга, потому что если кто-то любит чистоту, а кто-то полный распиздяй и разбрасывает все везде, вы не будете просто понимать, как функционируют мозги другого человека, потому что один будет говорить, зачем нужно заправлять постель, если ты все равно придешь и будешь спать в ней, а другой будет вот просто вот так вот за голову браться и все, и вы разойдетесь, окей? Поэтому человек должен тебя усиливать, вы должны быть чуть-чуть похожи и чуть-чуть отличаться. Желательно, чтобы, окей, вы были похожи в определенных моментах, но вы отличались, ваши отличия должны усиливать друг друга. Допустим, у тебя низкий навык коммуникации, а у твоей девушки супервысокий навык коммуникации. И для тебя забронировать столик в ресторане – это просто жесть. Ты боишься туда позвонить. А она берет трубку и делает это очень быстро, и ты такой, о, супер, классно, с тебя сняли эту задачу. Зато, допустим, окей, ты классный сантехник. Она этого не умеет делать. Пример грубый, но все-таки. Окей, то есть вы друг друга дополнили, и тебе пофигу как бы на твою коммуникацию. Окей, да, этот навык нужно прокачивать, но она тебя может дополнять, она тебя может выручить в этом моменте, и она тебе может преподать урок. Не нужно этого стесняться в этом моменте, это очень важно. И потом еще какой момент? Ну, по идее, эту тему можно развивать очень долго, но ладно, не будем заострять. Соңғы көрген қазақ киноңыз және сол қазіргі кездегі қазақ киноларында қандай кемшіліктер бар? Не жетіспейді? Мне пофигу, на самом деле, серьезно. Просто это на самом деле не мое дело, не заостряю на этом внимание. И я не люблю, когда режиссеры обсуждают проекты там, других людей, они выходят после фильма и говорят, вот здесь нужно было так, вот здесь нужно было так. Какого хрена, ребята, вы сами возьмите хоть раз в жизни, снимите нормальное кино. Потому что где вы видели, чтобы хоть один казахстанский фильм был внятный? Да, сейчас все вспоминают «Рекетир». Окей, да, это был хороший кейс, да, это была неплохая работа на тот момент, но, ребята, когда это было? Сделайте еще раз. Хотя бы раз. Бүгінгінің батырлары кім? Если мои какие-то кумиры там или еще что-то, у меня нет, потому что я себя никогда не чувствовал частью какой-то системы, и у меня никогда не было кумиров. Өмірдегі өтірік айтқан сәттеріңіз көп пе? Және бүгінгі сұхбат барысында қанша пайыз өтірік айттыңыз? Ребята, вы издеваетесь надо мной? Это один из моих принципов. Серьезно, не обманывать. Мы с Жасиком недавно составили свод правил для него, и у него это правило номер 3. Не обманывать, потому что обманывая, вы занимаете ресурсы своих мозгов. Типа, этому я спиздел этому это, и нужно запомнить, кому что ты спиздел реально, чтобы потом не показаться каким-то там плохим. И смысл, ребята, реально, когда вы обманываете людей, вы создаете иллюзию для своего мозга. Вы живете не в реальности, а реально есть реальный мир, а есть тот, который вы создаете себе здесь. И желательно, чтобы эти два мира более или менее совпадали. Иначе вы будете очень хреновым образом в нем функционировать. Как мы договорились с вами? Сұхбат беруге келісіп, уақытыңызды бөліп келген үшін көп рахмет. Сонымен достар, бүгін бізде қонақта болған белгілі колорист, кәсіпкер Виталий Божан. Хороший человек, опять забыл. Жақсы адам. Және мен Нұрбол Шыныбай, нұрлы күндерде жолыққанша.